Ну, что там у нас за окном творится? Извините. Так, это где мы едем? Посмотреть хоть в окошко. Туман такой, ничего не видно. Это покуда мы едем? 17-й автобус, вот я вижу только. Сейчас определимся, где это. Так, вот к площади Ленина подъезжаем. Вот такая вот у нас видимость. Сейчас 6 час вечера. Почему-то тут не объявляют. Куда? Проезд не оплатили. Вы один выскочил. Бдительные граждане следят. Ставим лайчочки. Репортаж Северного полюса вам веду. Так, это что там такое? Ресторан. Ресторан Бекета. Это на 15-м. Сейчас он свернет у нас на улицу Кирова. Вот этот кафе Кристалл когда-то было. Вот здесь вот. Сейчас вот магазины. Да, конечно, ничего не видно, но я ничего не поделаю. Так делаю, и она сразу же замерзает. Вот эта вот штука. Сразу же замерзает. Поэтому, я, конечно, хотел бы лучше, но ничего не выходит у меня. Так, сворачиваем на улицу Кирова. Вот сейчас вот вы увидите. Вот видите, да, это горка. Горка на площади Ленина. Там где-то вдалеке. Почему не видно елки-то? Я не вижу елки. Только горка вот стоит такая. Видно, да, горка? Елку я почему не вижу? Ее что, выключили, что ли, елку? Странно. Так. Так, свернули на улицу Орджоникидзе. Это долгий маршрут, 15-й он еще, по-моему, в объезд едет, что ли, там, по Ржанке. Как-то объезжает по Хабарово, что ли, как-то так вот. Тут у нас рядом что это за остановка? Я не понял. Это что-то он остановился. Люди. Остановка по требованию. Тормознули. Таким вот образом. Что-то люди разбегаются, да, неинтересно на мой стрим. Сегодня сколько у нас было? Под 50, наверное, 45, так температура держится на минусах, все. Конечно, вам не разобрать, но вот так вот мы ездим каждый день. 3 месяца у нас такая погодка стоит. Декабрь, январь, февраль, иногда даже в ноябре бывает, подмораживает. Вообще капец, уже 45 бывает в ноябре даже. А сейчас вот хорошо было, тепло, а сейчас только морозы наступили. Мы даже как-то от морозов уже стали отвыкать, а тут как бах, и морозец ударил морозец, резко так, и вот он стоит, все стоит. Так, там мы по Орджоникидзе заедем, да? Даже я не ориентируюсь, вот где это вот. Это, по-моему, вот это мы проехали МФЦ, что ли, это здание.
А, нет, это был пенсионный фонд, или как он называется. А это вот... А, как он... Фу, блин, вон у него вывеска горит не полностью. Атлант. Атлант. У него Т буква. Т буквы погасли. Атлант. Атлант. И непонятно, что написано. Ну, от мороза, наверное, долбанули лампы. А сейчас кто поедет? Ну, минус 50, вот их менять на такую высоту. Вывеску. За какие деньги будут делать? Так, тут тоже остановочка у нас. А тут двухстороннее движение по улице. Ждальники, да. Вот там вот. Да, фокусируйся. Алмаз. Там вот офисный центр Алмаз. У них раньше ставили они такую классную фигуру там. Сейчас интересно, какой светящийся шар. А, тоже самый шарик. Вон, игрушку там не видно, наверное, вам. Ага, и снежинками опять они это забор обвешали. Уже так не первый год делают. Ну вот мы так будем ехать с вами потихоньку. Кому интересно, смотрите. Поездочка. Люди в масках в автобусе сидят, естественно. Что-то тормознуло. Ну, видимость совсем на дорогах туман, поэтому медленно автобусы все, транспорт вообще едет. Как бы. А я сижу на последнем месте здесь. Вот таким вот образом. Да, такой, наверное, стрим вы еще не видели, да, нигде? Один лайчочек замечательный. О, эта дырка опять уже вся. А с той стороны еще вот, кстати, тоже что. Ну вот так вот ее делаешь, и буквально на несколько секунд хватает. Потом ее опять и не. Блин, у него так это оповещение тихо работает, ничего не слышно. Какая остановка-то? Что за остановка? Ну, 2 человека уже смотрят. Класс. 2 человека. Стрим из Якутска. Автобус маршрута номер 15. Слышно там меня, надеюсь? А, вот все, мы на Никитзе свернули. Так, а тут что? А, вот этот магазин, торговый центр Якутск, бывший 4-й. С этой стороны вот мы проезжаем сейчас. А, сейчас я вам покажу. Вот он. А, блин, неудобно. Не с той стороны сижу, но сейчас вот здесь вот площадь Орджоникидзе. Ледовые фигуры. Вон они. И елочку сейчас вы увидите. Елочка, вон видно, да? Голубенькая такая. И вот это вот фонтан. Так. Куда он поехал-то? Ё-моё. Куда-то назад. Вот это здание Лорпа. А, он так просто, как
это проспект Ленина. Едем. Ну, тут сбоку кафе «Волна» когда-то была. Кафе «Волна» такая хорошая забегаловка там на втором этаже. Подождите, столовая, по-моему, была, а на первом типа забегаловки для выпивок. Там пивас продавали, еще что-то. Такие высокие круглые столики стояли. Совет сорвется, да? Ну вот я говорю, вот в этом кафе «Волна» там забегаловка раньше на первом этаже была, типа бар или что там, непонятно что. Столики такие высокие стояли, и за ними люди. Так, все, там где? Угу. IT-парк Якутск. Вот это вот сбоку проезжаем. Выезжаем на улицу Хабарова. Хабаров перекресток. Высшая школа чего-то там, вывески, вам видно, нет? Так вот, а мы, вот вам неприятно смотреть, да, мы так вот каждый день ездим, вот так каждый день, ничего не видно. Вот теперь вы почувствуете, как мы, за что нам тут доплачивают, вот это вот все, коэффициент северный. Как бы, да, есть. Но коэффициенты эти все, они съедаются высокими ценами на продукты питания, промышленные товары. Это, ух ты, скорая помощь проехала. Видать, по коронавирусу мчится кому-то. Да, поэтому у нас все вот эти вот надбавки-то они проедаются. Вообще тут, конечно, жить на севере герои живут. Все, кто может, уезжают, конечно, отсюда. Вот зачем вот испытывать такие вот испытания моральные, физические, терпеть холод там и так далее, если можно куда-то на юг перебраться. Логично, логично. Поэтому кто может тут что-то продает, уезжают на юга, в западную часть России. Много едет людей в город Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, ну и так далее. В Новосибирск у нас много приезжает народ. Опять связь порвалась, да? Ну ничего не сделаешь. Вот это он сейчас свернул. Куда он свернул? Я ничего не вижу. Ничего не слышу. Не вижу и не слышу. Куда, если посмотреть, здесь тоже ничего не видно. Темень. Давайте мы вот так вот пошкрябаем. Пошкрябаем вот так вот. Вот так вот пошкрябали, и что-то нужно тут глазом разглядеть. Что же это за улица, а? Ничего не пойму. Так, по домам надо как-то определить. Ставим лайчочки за репортаж. Так. Где это? А, это мы вот, да, это мы петлю сделали. По улице проспект Ленина, потом Хабарова, потом Черяева. И вот опять вот этот магазин, торговый центр Якутск, бывший 4-й. Здесь вот напротив площадь Орджоникидзе, почтамт. И вот здесь елка. Елка-палка должна быть. Вот она, видно? Видно ее? Голубенькая такая стоит, она закрывается. О, видно? Елка. Вот она, елка, там площадь Орджоникидзе. Так, мы свернули сейчас на улицу Петра Алексеева. Остановка 5-я школа. Остановка 5-я школа. Люди заходят.
Это я рядом с дверью сел тут. Могу вам что-то успеть показать. Свободное место, никто не садится. А, вот. Кто-то есть сейчас сядет. Сели. Ну вот, короче, улица Петра Алексеева. Сегодня какое число-то, люди? Что-то я это самое уже и подзабыл. 15-е, 16-е? Нет, 15-е, да? 15 декабря. 6 часов вечера. Едем на автобусе общественного транспорта номер 15. Довольно протяженный маршрут. Так, 2 смотрит, 2 лайка. О, спасибо вам большое за лайки. Очень рад. Так, а это мы что тут проезжаем? А, вот сейчас вот остановка. Таланху торговый центр будет. Опять она замерзла. Надо опять шкрябать ее. Чтобы что-то разглядеть. Видно вон там? Видно? Ну вот, короче, все тут дорогое такое. Нам сколько? Мандарины 250, бананы 150. Хлеб у нас тут 40-50 рублей. Батоны тоже в такую же цену. 50 где-то рублей, 55 даже. Если хлеб был комбинатовский брать. Столовый батон нарезной 55 рублей. Яйца. Вот я вчера заходил по 110 рублей десяток. Больше-меньше. Нерюнгринские яйца. Ага. Да, вот так вот. Я не знаю, ну полтинник-то есть где-то на улице, да. Без 2 ГИС, да, невозможно. Надо включать. Надо 2 телефона. Так, это где мы? Куда? А, это вот, по-моему, тут колледж связи и информатики вот здесь вот. Так, люди будут заходить. Люди заходят. У нас там автобус, он набился, как смотрите. Все битком. Все битком. Люди залазят. О, даже там впереди не слышно. Даже впереди не слышат люди. Такое тихое объявление. Едем 15-й автобус, 15-й маршрут. Завод, что там? Завод РЗТ и Борисовка 1. Вон там написано Борисовка 1. С Борисовки 1 на завод РЗТ. 15 маршрут едет. Борисовка 1 это построен, короче, там за городом по каким-то канадским технологиям, я не знаю, ну, короче, по таким технологиям дома жилые, двухэтажные, деревянные, там все импортное у них было, как бы, и временный жилищный фонд, то есть людей заселяли туда, ну, на какое-то время, по идее, потом их должны были оттуда переселять в какое-то жилье более хорошее, но, естественно, этого ничего не сделал, и там люди на постоянку уже живут в этой Борисовке 1. Многие там дома такие вообще хлипкие, конечно, а там, если кто-нибудь что-нибудь ходит сверху вас, вы полностью все это слышите. Так, переезжаем улицу. Подождите, это какая улица у нас? А, все. Вот это Лермонтово проехали. Вот это вот моргает. Видно, нет?
О, Вавилон торговый центр. А с этой стороны вот это вот, видно окна, да, квадратные большие. Это, господи, медучилище, медицинское училище. Вот оно. Что, за ним остановку сделали, что ли? Вот такой вот поток. Раньше, по-моему, не было здесь остановки. Я что-то не помню. Так, еще пошкребем. Так вот пошкребешь, и видно что-нибудь через дырочку. Виднее стало вам. Так. Короче, сейчас будет остановка. Республиканская больница, или как раньше она областная называлась остановка. Здесь вот это вот. Раньше, по-моему, тут какой-то винный завод был, что ли. Ага. Водку тут, короче, производили на этом месте, что ли. Водку, пиво или что. А сейчас тут вот торговые центры. Ну, не торговый центр, хозмаркет, еще что-то, какие-то магазины. Вон народу залезли. Видно, люди ходят на улице. Так, все, дверь закрыл. Но там места освободились. Но если я туда пересяду, все равно ничего толком видно не будет. 3 смотрящих, 4 лайка. Спасибо. Спасибо. Там еще впереди кто-то заходит. Иногда, если слишком холодно, он заднюю дверь тут и не открывает. Только переднюю открывает, чтобы сзади ветер этот не уходил. Но тепло не уходило, чтобы одну дверь только переднюю открывает. Так, поехали. Поехали дальше с вами. Ух, тут украшено как какие-то снежинки там у них светящиеся. Вот это, по-моему, сейчас будет газ, ну, газовики, Сахагаз, что ли. Здесь пункт оплаты у них за газ есть. Это вот с левой стороны, да, а с правой стороны туда сейчас повернем, там будет республиканская больница. Это вот в той стороне. Ну вот уже места освобождаются. Тут перекресток, поэтому стоим. Вон видно, вереница машин. Так, все, сейчас поворачиваем на улицу Пирогова. Сейчас свернем. Правильно говорю? Ага. Вот там. Ремикс магазин. Вывеску вижу большими буквами, такими ремиксом. Алкомаркет. 50 ремиксов в городе. Это только вот это из торговой сети ремикс. Кстати, у них там самое дешевое шампанское продается, по-моему, по 100. Ну как, игристый напиток по 160 или 150 рублей за бутылку. Ну так я пробовал, в принципе не дурная. Так, все, повернули на улицу Пирогова. Улица. Вот она вот так вот выглядит. Ой, тут какие-то выбоины на дороге, и она, короче, бьется. Подскакиваю я. Так, уже 26 минут еду я. Ого. 26
пожалуйста. Ой, господи. Бум-бум-бум-бум. Видно, какая качка тут дорога какая-то не сделана, недоделанная. Так, вот с этой стороны здесь где-то мечеть должна быть. С этой стороны мечеть. Новая, правильно, тут ничего не видно. Не видно ничего. Ну, 4 лайчочка, спасибо. Мужчина неудачно встал здесь. Стоит прямо на виду у меня. Весь мой вид загораживает. Это что за... Тут что-то улица плохо совсем освещена. По одной лампочке у них всего лишь включена. А вот, по-моему, мечеть. Здесь мечеть проезжаем. Так, это сейчас тут у нас разъезд на улицу Свердлова. Но мы дальше по этой на Кальвицу выехали. Правильно же так? Вот выезжаем на улицу Кальвицы. Сейчас. А если свернуть тут, на эту сторону, то улица Свердлова будет. А вот здесь улица Жарницкого. Так. Что, остановок нету? По-моему, нет. Сейчас должна быть. Что он там объявил, я не понял, короче. Что-то объявил. Что-то объявил, не пойму. Вот этот терминал оплаты с такой же громкостью говорит, как объявление остановок. Ни черта не слышно. Здесь, сзади, у него сзади динамиков нет. Почему-то. Так, это мы что проезжаем? Черт его знает, где едем-то мы? Сейчас я... Где едем-то? Ничего не понятно. Вон, видите, куча машин. Видно, стоит в ряд. 4 лайкосика, спасибо. Все для вас. Стримлю. Пытаюсь передать ощущения. Вот так вот каждый день мы ездим. С работы на работу. Хорошо, у кого служебный транспорт есть. Как бы возят. Вот так вот приходится многим добираться. Даже школьники ездят. Школьники в школу, со школы. Многие живут. Да, холодно. Под 50. Привет. 4 смотрит. Что-то он встал. Это что за перекресток у нас? Орджоникидзе, что ли? Не пойму. Молокозавод. Так. Молокозавод. Видно там молокозавод? Вам. Молочный завод. Вот народу сейчас, посмотрите, навалило. Там человек, видите, замерзший стоит на остановке. Он спрятался под это, чтобы не поддувало ему. Мешок с мясом. Мешок с мясом.
Так, короче, сейчас на минутку будет пауза. Ну как пауза, я это стрим не прекращу, я чтобы просто... Ага. Да, такой стрим, мало людей. Так, сейчас я извиняюсь, но это самое. В карман положу, мне надо будет выйти здесь. А вы не уходите никуда. Так, возьму надену варежки, надену, мне надо варежки одеть. Надену и вас выну. Сейчас вам покажу. Город покажу. Так, вот. Смотрят, да? Вот, все. Вышли, остановка. Сейчас мы с вами погуляем еще. Еще погуляем с вами. Походим. Так. Мне надо вот такой рюкзачок у меня. Надеть его на плечо. Так, и этот пакетик мне надо взять. Пакетик. А он замерз, замерз, я его не могу взять. Так, вот. Автобус подъехал, 16-й. 5 лайчочков, спасибо. 5 лайчочков, прекрасно. Люди ходят. В какую сторону с вами пройтись-то? Давайте вот в эту я пройду. По улице Кальвиц. Кальвиц, да? Это какой дом? 5-й, вот это вот дом 5. Вот эта машина, смотрите, закипела вот эта машина от холода. Замерзла, еле-еле катит. Что-то там у него бурлит. Бурлит у него там. Но вот так вот, не дай бог, где-нибудь, куда-нибудь он, если поедет, машина сломается, ну, в другой там поселок или куда. И все, капец, машина остановится, и если никто тебя не подберет, люди замерзают в такой мороз. Так, вот здесь вот центр аккумуляторов. Центр аккумуляторов. Пять лачочков, прекрасно, спасибо. 6 вечера у нас темень уже. Ну, скоро, уже какое сегодня? 15 число. Через 9 дней 24 будет. Самый короткий день в году. Там еще темнее будет. Еще темнее, еще холоднее. Так, вот тут вот эти магазинчики всякие. Тут где-то больше-меньше есть магазин. А сейчас с вами выходим к 5-й поликлинике. Вот она. Или как она еще называется? Центр. Медицинский центр, что ли? Так, мне надо повернуть. Опять же гололед. Можно звездануться. О,
Ё-моё. Смотрите, какая дорога у нас. Вот такая вот. Видно, да? Вот так вот. Накатано все. Перекатано. Так, а как вам памятник этот показать? Сейчас хочу памятник вам показать. Тут скверик есть. Вот машинюшки у нас так стоят. Упакованные. Чтобы не замерзали. И вот сквер. Это декабрист. Так, посмотрим. Тут лампочки есть. Можно в этом скверике присесть. Вот лавочки такие вот. Тут можно присесть, посидеть. Вот на морозе. Минус 45. Семечки пощелкать, если хотите. Кстати, лампы хорошие. Смотрите, какие суперовские лампы. Две тут светят. Ну, тут никого нету, естественно. Днем тут, может, кто-то и бывает. Привет. Ага, да, у нас минус под 50 градусов, 45. Ага. Есть вот памятник декабристу. Декабристу. Сейчас посмотрим, как звали этого декабриста. Тут табличка должна быть. Так, Бестужев, Марлинский. Бестужев, Марлинский Александр Александрович. Ага, спасибо, да. Гуляйте, гуляйте. Русский писатель, декабрист, штабс-капитан. Он, короче, в Якутии был в ссылке. Вот смотрите, в каких годах. А, это годы жизни, да? Вот у него. И вот он такой вот весь. Весь он такой замерзший стоит. Вот он. Сквер имени Бестужева Марлинского. Спасибо за лайчочки. Ну что, посидим с вами немного, на лавочку присядем. Мороженки я не взял, чтобы покушать. Поэтому так вот просто отдохнуть можно. Посидеть на морозе. Можно превратиться в сосульку. Ладно, не буду я сидеть. Конечно. Так, а как отсюда выйти? С этого лабиринта. Тут забор какой-то кругом. Забор. Тут, наверное, собак выгуливают, я думаю. В этом сквере. 5 смотрящих, 5 лайчочков. Вот, спасибо. Спасибо. Снимаю для вас якутский мороз. Декабрь месяц. 15 число. У нас в Якутске подморозило. 45-50 минус, естественно. Ощущается еще ниже даже. Вот у меня слышно, нет, все замерзло. Вся одежда моя, куртка вся замерзла. Вот эта ткань балоневая. Она так стала шебуршать. Так, вот все, дошли до 5-й поликлиники. Вот это 5-я поликлиника. Слышь, видно, да? Медцентр здесь еще находится. Тут можно пройти эту, как она называется? Медэкспертизу, да? Медэкспертизу. Так. Медэкспертизу. Вот тут так, смотрите, как все аккуратно сделано. Вот так вот все аккуратно здесь. Это, тропка проложена. Снега вон сколько. У нас снега, целые кучи снега. Девать некуда снег. Кому там воды не хватает. Вон у нас этого снега, воды. Куча. Так, вот здесь вот вход в 5-ю поликлинику. Вот он.
Но это обычная, вот это обычная лестница. А есть еще вход вот этот вот для, ну, ограниченных, ну, на каталке или как-то там. Вот такой вот вход. Ну, сейчас она там, наверное, уже и не работает. Хотя окна светятся. Какие-то части. А что тут за... Уважаемые пациенты, вход с торца первого этажа, первая сторона. 17 марта, что такое? Что, посюда заходить, что ли, надо? Вход в кабинет. Это на ковид, что ли? ОРВИ. Блин, у меня уже рука стала держать уже. Так, блин, тут тоже какой-то... Тут вот эта плитка, она буграми такими. Бугры вот это. Видать, выперла вечная мерзлота. Выперла вот этот бугор, блин. Об него запинаться только. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 6 смотрит, 5 лайчочка. Вот это тоже вот эта фигня, да? Можно же в нее улететь. Так, с вами переходим. Быстрее. 14 секунд у меня осталось. Оп. Так, показываю вам перекресток улицы Бестужева-Марлинского. Вот это вот улица Бестужева-Марлинского. Вон сколько машин у нас. Видно, да? А это улица Калица. Вот. Зайти. Пальцев рук лишусь так. Вот, смотрите, там уже меня у сотового. Блин, как неудобно ходить. Так, здесь что у нас? Продукты, вот они, натуральные. Здесь дядюшка фастфуд. Бургер, Кока-Кола. Кока-Кола, праздник жизни. Так. Так, короче, мне надо... Так, связь пропала, да, связь пропала, но не знаю. Так, это какие-то разливные напитки здесь. О, смотрите, даже что-то выдают здесь на улице прямо. Получают еду какую-то, он там человек стоит. Может, что там они. А мы сейчас с вами вот там, вот, видно лампы, да? Вот в том сквере были. Сейчас мы дорогу перешли. Так, мне тут не грохнуться главное. Она как спустить машина выхлопными газами. Только машины, естественно, они все на морозе, естественно. Вот этот дымина, он весь остается внизу. И мы в этом облаке густом и живем. Так, здесь Саха табак. Видно, да, Саха табак и дискаунтер больше-меньше. Так, короче, так вот я сделаю. Так, сейчас это у меня сразу резко
камера запотела, что ли? Так. Сейчас немножко погреюсь с вами. 10 рублей. Вы можете конфеты какие-то покушать. А вот он, саха-табак у нас. Саха-табак. Если вы курите, вам сюда надо. В этот саха-табак. Сюда. Так. Тут. Что, не переделали, что ли? Отлично переделали. Тут был этот. Маски, короче, по 125 рублей. 50 штук. В принципе, недорого. Угу. Тут какой-то антисептик. Тут дорогой какой он. 380 рублей. Что это? Калка маркет. Так, что тут хорошего-то? Пивас всякие. Пивасы. О, какой сильвер. Пиво светлое. Чирдей. Не знаю даже. Чингатао. 158 рублей бутылка. Ого. Это какое-то азиатское. Харбин. Китайское пиво. 150 рублей. Харбин. Много тут этого Харбина-то у нас. По-китайски написано. Но он дорогой. Так. Что, одно пиво, что ли? Жигулевское по 53, а по 59 вот такой вот. Факс 49. Мотор крепкая. Ох, вот это вот надо пить. 8 оборотов. 46 рублей. Мотор плюс с вишней. 46. Пиво светлое, эль мохнатый хмель. Эль вот это вот. Ну зон же, сейчас меня все забанят. Козел. Так. Ладно, все. Сваливаю отсюда. Эта музыка, она вообще не в тему. Вообще не в тему эта музыка. Сразу же авторские. И тут тоже она орет. Ну что, они вынуждают. Короче. Так, что тут у нас хорошего? Кукурузные хлопья, лук. Лук почем? Лук по 65. Лук по 65. Чеснок. Чеснок по 280 рублей. Так, чаек. О, подарки новогодние. Смотрите. Можно такого бычару целиком взять. Сколько он? 1400 рублей, да, мама? Дорогой. Куда? Так, что у нас здесь? Угу. Напитки разные. Напитки. Так, майонез. Не нужен нам майонез? Молоко вот, да? Молоко 63-67 вот это вот. Лужайкино. Питьевое. 900 грамм. Так, пройдемся по нашим любимым, как это, лапши, да, быстрого заварки. Так, Ролтон 39 заодно. Так, пюре всякое. Вот такое вот прикольное. Корейская лапша 3 минуты. Типа кипяточком залил. Вот такая вот 95 стоит. Вот такая вот. Вот такая 82. 69. Ну, доширак. Вот в пачках есть. Он недорогой, по-моему. Рублей по 14. Так. Мука. Смотрим, мука почем. Говорят, мука подорожала. 3 килограмма 150 рублей. Такая олейная.
Это все получается по 50 рублей кило. Так, а макарошки такие 96 рублей килограмм. Ты серьезно, что ли? Вот такие вот, конечно, совсем дешевые вроде бы были. А вот такие по 28 олейка. Макарошки. Надо же макарошками питаться, нам сказали. По-флотски. Берете тушенку кусковую. И вот макарошки вот такие можете. 400 грамм рожков взять по 28 рублей. Почему-то сейчас не стало вот этих макарон. Так, а это что мука? Весовая, 44 рубля. Так, это растительное масло, 652 рубля. Такая большая. Так, это что такое? Ой, это вообще изыски. Оливковая, 350 рублей. Так, тут полы подтирают. Так, яблочки. Яблочки 180. Апельсины 230. Огурцы 180 рублей. Редиска 125. Томат 249. Вот такие большие грейпфруктины 235 рублей кило. Так, груша 166. Так, и виноград черный кардинал 290. И белый такой цену. Так. Сырок 710. Ламбер. Я в сырах не разбираюсь, но, короче, 743. Он стоит 710. Продукт без заменителя молочного жира. Видно, да? Сейчас так вот делаю. Так, кефир. Такая большая упаковка, 900 грамм, 123 рубля. Так, яйцо. Яйцо куриное. Кутское 90 рублей. Вот что, подешевело, что ли? А я по 110 видел. А, то было новосибирское. А вот оно. Новосибирская 110. Вот такая вот 110, 10 штук. А есть еще какое-то. Это второй категория, но мелкая. По 68. Это мелкие яйца. Я не знаю, конечно. Сыр в нарезках. Есть. А вот косичка прикольная. Сколько она? 90. Одна косичка 95 рублей. 100 граммов. А если вы покупаете 3 штуки, ну давай фокусируйся. 3 штуки, 185 рублей. 100 граммов стоит. Так, сосиски 328, одна штука. Да. Так, а это что такое за изыски? Оливки восхитительные грека. 342 рубля. Угу. Там небольшая пачка. А, вот для этих... Ух ты, даже это якутская тушенка, что ли? Учугей. А, нет. Абаканск, город Абакан, Хакасия. 135 рублей. То есть вы покупаете эти макарошки по 28, да? И надо вам найти... Так, макаро. Так, где у нас тушенка-то? Что-то вся дорогая. По 94. А такой кусковой нет по 40 рублей, что ли? Что-то перестали торговать. Что ли, 127. Это бурятская. Вот она говорит, хорошая вот эта бурятская тушенка. Угу. Ну, не могу туковать. Так, огурчики всякие. Такая большая банка. 1,5 килограмма стоит 210 рублей. Угу. Вот за подводочку закусочка. Вот такая большая. Сколько здесь? Дядя Ваня. Маринованная. 255. Так, шпротики есть по 123. А есть по 82. Килька, вот самая доступная. Видно, нет? Килечка по 30.
Черноморская. Консервы рыбные. Не разделанные в томатном. Ну, сайра уже дорогая, 107 рублей. Так, а вот есть что-то. Паштеты. А, паштеты, ну маленькие баночки. Намазать только на хлеб, да и все. Помидорчики. Морковь по-корейски 90. Так. Тут я вам все показал вроде бы, да? А, масло, да? Масло. Где оно? Вот это вот масло, да? Непонятно. Где цены-то на масло? Не видно цены на масло. Так, окорочок 189 кило. Угу. Короче, фарш говяжий 368 рублей. Вот этот вот говяжий фарш. Вот тут. Ну, всякая трава химическая, питьевая. Чипсы. Так, здесь что, пельмешки, вот пельмешки. 109 рублей. 109. Самые дешманские. Ага, какие-то наггинсы по 50, 88 есть. Сода есть по 42. И уксусная кислота по 36. Ну вот смешиваете уксус с содой, и вам фейерверк будет на Новый год. Так, ну это разные эти. Чикопай. Так, ладно. Орешки. Это нам не интересно. Короче, они пошли на столичку с матерью, Никитка и Ленька. Так, ладно, все, вылетаем отсюда. Тут, наверное... А, мороженое вот есть, смотрите. Такое мороженое 204 рубля. Пломбир. 207. Это кило. А нет, это не кило, это полкило. Это же маленькие брикеты. Вот пломбир золотой. Вот этот хороший. Сколько он стоит? Ну, как всегда ценники вот не там лежат, где надо. Блин. То есть я хочу цену посмотреть, а цены нету. Вот и ходи догадывайся. Ходи догадывайся. Ой, эскимо есть. Эскимо на палочке. Взять что ли надо покушать. Так, возьму книжку. Золотой стандарт. Пикнула, да? Ой, да лос упала, да? Мелочь. Взял мороженое. Что тут нигде не встанет? Какие-то коробка не забивали. Сейчас минуточку. Так, я тут никуда не разбегаюсь. Сейчас мне надо одеться. Одеться надо. Так, о, ну этот закрыт. Табак рост. Поверните устройство, пишет. Что надо с вами мороженого поесть на морозе.
Минус 45. Сейчас я распакую. Так, поверните в свою сторону. Я распаковал. Идемте с вами покушаем мороженое на улицу. Опа. Ручками приходится орудовать. Так, тут у меня, короче, маска. Видно, да? Ну что, давайте. За ваше здоровье, чтобы не болели, не хворали. Мороженое покушаем. Вкусно такое. Так вот поверну. Ну, вообще классно мороженое кушать на морозе. Так, мне надо варежки одеть, короче. Я буду идти и мороженое есть. Варежки одеть надо. Так, руку перехватил. Блин, неудобно как. Нет, вкусное вот это мороженое, золотой стандарт. Оно в шоколаде получается, и вы как бы это... Так, извиняюсь. Два смотрят. Так, больше меньше были. Дискаунтер вон там, конечно. Короче, тут из алкашки одно пиво продают. Поэтому не очень хорошо тут. Ну вот мороженое. Надо кушать, пока идешь. А тут голодаешься, и плохо будет. Упадешь. Ну вообще, смотрите какое классное. Под габлок попало. Так, ладно. Я за ваше здоровье мороженое покушал. Не болейте там. Центр аккумуляторов. Так что кто хочет острые ощущения экстремальные, добро пожаловать в Якутский Киев. Мороженое кушать на улицу. Блин, ё-моё. Вот это, я говорю, дороги тут дебильные. Сколько гололед, машины вот они накатывают, да? Машины накатывают, колесами-то у них теплые. Вот смотрите, назад что-то едет. Что назад едет? Я не знаю. Тут, короче, можно звездануться. Как по катку ходить приходится. Смотрите, деревья какие у нас. Все замерзли. Улица Кальвица. 2 смотрит, 7 лайков. Спасибо. Город Якутск. 15 декабря. Минус 45 на улице. По ощущениям все 50. Так, вот здесь вот. Что-то колесо тут делает, а? Тут поставили. Колеса меняют, наверное, да? Вот здесь вот колеса меняют. Колеса меняют. Так. Опять вот видите, да? Вот если под ноги не смотреть, тут можно так улететь, блин. Можно так улететь. Хорошо, блин.
Поэтому на обувь надо вот эти шипы надевать. Шипы надеваете. И, в принципе, не так скользко ходить. О, не слышали, я уже 1 час 8 минут стримлю. Вот это я даю. Ну, потому что, если бы я так просто шел, конечно, по улице, то там масло, тосол для машины здесь, короче. Если бы я так просто шел, а то я же заходил, тут грелся, как бы. А так бы у меня уже давно вырубило аппарат от мороза. Так, тут торговый центр Вигер, кафе. Кафе. Видно пар какой? Пар видно, да? Парюка. А если вот воздух сейчас, вернее воду поливать, а восточное кафе вот здесь вот. Если хотите восточную кухню, таджики или узбеки, я же не знаю, кто это, киргизы, вот сюда вот. А это торговый центр Вигер здесь. Если вам срочно надо сфотографировать, вот сюда вот проходите, тут фотографии есть. Так, блин, вот он, Вигер. Так, а тут вот эта опора ЛЭП. Вон она какая, линия электропередачи. Мы сейчас с вами под проводами самыми высоковольтными. Сколько-то там киловольт, много. Много киловольт с вами над нами. Ну и мы с вами подошли к чему? Улуру-молу. Тут тоже дорога вся такая, вот такая буграми, вся накатанная. А тут такие машины тут постоянно снуют. Вон она, сюда-сюда. Едут. Как пройти, я даже не знаю. Так, давайте с вами все-таки пройдем как-то. Давайте быстрее доходим. Здесь, короче, всякие куча магазинов. В том числе и Айгуль. Продуктовый супермаркет. Ну, конечно, до уровня Машана, там, Машана, ленты там или что-то такое очень далеко, конечно. Блин, как вообще не знаю, как ходить. А здесь вот обычные таксисты стоят на том месте как раз перед входом, которые один смотрит, 7 лайков. Айгуль. Вот елка здесь, смотрите, какая она шикардозная. Внимание! Осторожно, ступеньки. Елочка. Новогоднее рождественское настроение создаю. Да? Тут можно кругами ходить, песню петь. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом. Такая зеленая была, метель пела песенку. И елочка, бай-бай. О, люди, смотрите, не покупали. Денег, наверное, много у них. Что-то дорогое купили. Так. Подарки на Новый год или что-то. И елочка, бай-бай. Мороз мешком муку тыва, смотри, не замерзай. Ой, это что-то не понял. Это собака, что ли? Точно собака. Боже мой, смотрите, что творится. Собака на улице прямо возле Урумула на крыльце лежит. Вот тут и положили еду. Мы видим тут какие-то береши или что. Она замерзает, вы смотрите. Фу. Серьезно, собака замерзает. Кошмар. Что творится-то, а?
Ёлки-палки. Ёлки-палки. Блин, ну никому дела нет. Минус 50 градусов. Вот так вот у нас живут. Так, давайте-ка я. Блин, да как неудобно. Я еще эти пакеты набрал с собой. Открывайся. Так, все, зашли. Торговый центр. Какие-то звери продаются. А вот пью. А там собаки замерзают. На улице тут лучше Шинбон. А вот куда звонить собаку? Что ли? Какие разные штуки. Непонятно. Новым годом. Сетка такая. Такой телевизор большой. Видали? Связь пропадает, да? Аптека. Все такое новогоднее. Что, уже торговый центр закрывается, что ли? Золотишко опять. Гарем. Ювелирное украшение. Четыре. Господи, это что такое? Монета серебряная. 4300 с этим быком, блин. Что-то мне после этой собаки как-то не по себе стало. Занос и гуль на стороне. Так, что у нас видеокамеры продаются здесь. А вот Action 42, GoPro 8, 36, 99. Почему она так? 38 и 36. В чем разница? GoPro 9, 40, 42. Здесь все всякое разное. Барахлишко. Телевизор. Колонки. Цифровые приставки. Вот эти вот. Интересно, эти мультимедиа есть? А, вот есть. Mi TV Stick, Mi Box. Это 3,5, а это 5,999. Ну, 6000, да. Так, Icon и так далее. Так, вот
тут разные пилы, кресла. Что такое? А, это бензопила 4200. Всякие штуковины для строителей, ремонтников и так далее. Так, пойдемте с вами газовые плиты посмотрим. Чего он не фокусируется-то опять? Ну, что-то программа какая-то непонятная, да? Не хочет. Привет. Да. Угу. 118 минут уже стрима. Так, опять вот эти дрели здесь есть. Ну, Киртоп. Смотрите, вот точно такой же у меня, только фирма ДН. Он стоит 4200, а этот 7600. Вот только за одно название. А так он идентичный. Декс фирма. Так что вот покупая какой-то бренд, вы переплачиваете за этот ярлык. Так, посмотрим панели, какие есть здесь варочные. Вот это индукционная или обычная? Непонятно. Должно быть обозначение какое-то. Так, здесь духовые шкафы, вытяжки. А вот по две этих есть. Зигмунд какой-то. Штайн. А это что за электролюкс 20 тысяч? Что, смотрите, в 2 раза разница в цене. А есть вот такая, да? А, это просто это лежит. А, вот такие есть. Фирмы Dex 7000. Вот, смотрите. Да? То есть как бы свой бренд, он стоит дешевле этих всех понтовых брендов. Сразу в 2 раза дешевле. Так, ну это обычные плиты. А, вот такая электроплита. Вот это, как она, стеклокерамическая поверхность у нее. А это что такое? Redmond упаковщики. Ну это не интересно. Посудомойки есть за 18 косарей, тоже фирмы Dexp. Что она? 19 получается. А такие Bosch, смотрите, Bosch 47 сразу. По акции 42. А Dexp дешевле. Так. Это еще такое мясорубки, мясо. Ну, если вы купили тушу там говяжью, вам надо фарш делать, поэтому мясорубочку надо подкупать обязательно. Так, пылесос. Ой, какой дешевый, смотрите, 7000. Робот, пылесос, моющий даже. Ничего себе. Смотрите, моющий пылесос, даже он моет. У него юм это есть. Блять, с водой, что ли? Он моет 7000 всего. А другой фирмы, вот Xiaomi, о, сразу 21 тысяча. Роботы. Так, ладненько. Ой, ребенка прям сюда. И сегодня у него за столпотворение здесь. Акция, что ли, какая-то. Только лампочки всякие. Так. А вот здесь микрофоны есть. 2800. Такие вот какие-то. А вот прямо есть на этом, на кронштейне. 4500. 4500. Так, на проводочках микрофоны.
Ну такие точно нельзя, потому что они замерзнут на улице. Или радио надо сейчас, или еще какой. Так, а здесь что? Видеокарты. Видюху надо хорошую брать. Вот такую вот. За 46 тысяч. Ни в чем себе не отказывай. Так. О, роутеры. Всякие разные роутеры здесь. Разных фирм. Вот эти вот хорошие. Kinetic Zichel. Такие вот. Бесшовное покрытие. Чтобы у вас дома хорошо интернет ловил, вот такой покупайте. Kinetic City. Видно, да? И проблем не будете знать. Или такой вот Kinetic Air. Они двухчастотные все, 2,4, 5 гигов сейчас делаются. Гарантия 4 года. Ого. А вот это умный дом, что-то гигабитный, скоростной с Wi-Fi. 2,4, 5, 6 тысяч стоит такой. Вот такой надо брать, да. Так, ладно. Телефоны. Все, короче, мы выходим отсюда. Так, а здесь что? А, это эти всякие переходники для этих телефонов. Угу. Пипикает. Пипи. Так, а где тут подзарядка индукционная? Вот они, да? А что такой Xiaomi нету, что ли, подзарядки? Что-то я не вижу. Нифига. Это крепление для этих, для машины. Вот они индукционные. Какие тут? Samsung, Huawei, Honor. Так, Samsung. Dark беспровод 15 ватт. Вот такая типа подставки была хорошая. Подзарядка, ее нету почему-то. Почему-то ее нету. Так, где еще не могут быть? Не вижу. Ладно. Проходим. Короче, наверное, купили. Или в этом магазине нету. Беспроводная зарядка, чтобы телефон не надо было постоянно подключать, там, чтобы заряжать. А вот, кстати, 2 миллиарда розыгрыш. 2 миллиарда. Хотите, если лотерею берите, на Новый год будет разыгрываться 2 миллиарда. Кто хочет выиграть, покупайте. 2 миллиарда, и вот вся жизнь малина начинается. Так, ладно, мы улепетываем отсюда. Или назад выйти. Давайте назад выйдем. Тут 2 входа, короче, или выхода. Вход-выход с 2 сторон. Ну, смотрите, куртки какие смешные. Куда такую куртку вообще? Замерзнуть, окочуриться и упасть. Блин, опять она, да? Пошла. Физбургер, спорим, вкуснее. Видите, какой тут запах приятный. Они закрыты, эти. Им продают там физбургеры какие-то. А, вот эти вот. Вот эти штуки. Физбургер. 8 лайчочков, спасибо. Смотрите, они бекон-бургер. Биг чикен бекон. Горячая голова. И что еще тут? Мега какой-то, да? Вот такой вот мега. Ржаной бургер. Ржаной бургер. О, смотрите, и тут что тут? Золотая витрина. Почему тут часы? Где-то 13, чуть дешевые какие-то. А, это просто. Они обычные. Соколов. Ватчев Соколов. Это российская фирма, да?
видать, вот это вот Соколов. Ну, фамилия это российская, русская фамилия Соколов. Часы делают, вот можно взять. В принципе, они не такие уж дорогие. И они в серебряном корпусе. Вот 13 тысяч. Так, а тут непонятно, кварц или механика это. Наверное, кварц. Не думаю. Шарики у них опять вот это вот. Смотрите. 2600 золота, обмен сколько 2300. Новогодняя саля. Новогодний саля 70%. Золотишко. Золотишко. Подразнитва золотишко. Подкупайте золотишко себе. На Новый год делайте подарок. Это рубль деревянный обесценится, и у вас ничего не будет. Так, сейчас мне надо выйти. Для того, чтобы выйти, мне надо капюшон надеть на голову. Я как капюшон надеваю, мне сразу это... Я вам елку буду показывать. Так, вон кто-то выходит из что ли? Она сама, что ли, дверь открывается? Не понял. Автоматически, что ли? Странно. Нет, сама. Так, все, выходим сзади Улурумова. Погрелись, хорошо, погрелись. Так, сейчас вам панорамку тут поснимать. Тут стоянка, короче, машин. Там вот семейный континент. Короче, там продают одежду бюджетную. Бюджет. Если у вас бюджет ограничен, вот можете в семейный континент. Хотя там тоже я заходил, что-то смотрел, куртку, там дорогие цены. Вот стоят машины, пыхтят. Сегодня у нас какое число? 15-е. Так, все, уходим сюда. Короче. Пятнадцатое число декабря, месяц. Так, опять она вот дорога такая, смотрите, какая вся накатанная. Скользкая. Так, рыпс, и все. И что-нибудь, или рука, или нога, или там что-нибудь я там растянул, поломал. Так. Так, вот тут вот алкомаркет. Что он не светится? Закрылся уже, что ли? Да сколько времени-то? Я чуть не понять не могу. Понять не могу, сколько времени. Ладно, идем. Без разницы, время не считаем. Погрелся я, хорошо стало, тепло. Жизнь замечательная. Ё-моё. Так, а здесь еще у нас ТКД. Короче, тут продают чай, кофе. Чай, кофе, потанцуем. Видите, какой пар изо рта? А что, еще Sunway работает, что ли? Sunway, ну фокусируйся ты. Что, какая-то непонятная камера. Фокус плохо дается ей. В темноте вот на этих лампах. Ну а здесь КТО продуктовый магазин. Но в основном это самое продают, короче, тут мясные продукты. Сейчас с вами глянем в окошко. Все уже закрыто? А нет, еще открытый.
Вон у них тут пельмешки, котлетки, шашлычок. Ну да, сейчас, конечно, шашлычок не поделаешь на улице. Если только у вас есть электрошашлычница. Вот смотрите, как женщина спускается. Она боится упасть, поэтому потихоньку так ножками потихоньку семенит. Потихоньку ножками семенит она. Так, ну, в общем-то, я вам посмотрю. Интересно, собака там-то лежит или что с ней случилось? Давайте пойдемте посмотрим. Она там на лестнице, она лежала прямо. Боже мой, а. На улице такой дубильник. Собаки на улице вынуждены жить. Так, как тут? Блин, сколько я еще с этим телефоном. 2 сумки, пакет. Так. Ага, привет. Привет Хабаровску, привет. У нас дубильник под 50 градусов. Так, собака-то лежит там еще. Ой, она лежит, что ли? Точно лежит. Мне еще что-то положили. Смотрите, тут собака прямо перед входом лежит. Вон и положили сюда еду какую-то. Да, дрожит от холода. Ё-моё. Что тебе холодно? Холодно? Бедный пес, а? И приютить некому даже, да? Положили его, бережи, валяется. Подожди. Куда вот позвонить, я даже не знаю, а? Чтобы их забрали. Да. Ой, кошмар какой. Вот так вот собаки у нас. Ладно. Короче, все, я останавливаюсь стрим. Все, всем пока.